Спасибо большое, дорогие коллеги. Я постараюсь очень быстро и займу буквально 10, максимум 15 минут вашего времени для того, чтобы осветить вопросы, связанные с экосистемным подходом, когда мы говорим о природопользовании, да, и так далее. Пожалуйста, Миша. Ну, первое, да, я уверена, что большинство понимает эту логику, но без нее я не могла бы начать свою презентацию. Без нагрузки, да, без стравливания, без нагрузки скота пастбища точно так же будут деградировать, как и со слишком большой нагрузкой на пастбище. То есть, соответственно, базовым вопросом, вокруг которого мы должны так или иначе работать, да, это вопросы, связанные с лимитами. Сколько можем, а сколько не можем, да? И вот как это подсчитать, как это интегрировать в политику, вот это вот важный момент, важный поинт. И то, что сегодня мои коллеги говорили, что пастбище – это прежде всего экосистема луговая, которая содержит в себе эндемичные виды, которая является частью миграционных коридоров животных, диких в том числе, мы должны относиться с особой трепетностью к пастбищам. Потому что, например, мы видим, что заболевания скота передаются диким животным, и мы опять же теряем популяции диких животных. Вот если мы посмотрим лимиты использования пастбищ в Кыргызстане 7 областей, и вот верхняя граница – это лимит экологический, то вы увидите, что уже в областям мы перешли экологические лимиты использования пастбищ. То есть мы используем неравномерно пастбища. Понятно, что в большинстве это присельные пастбища, которые деградированы в большей степени, чем отгонные. Но и отгонные точно так же деградируют все больше и больше. Лимит остается еще, вы видите, по Нарынской области. И мы буквально на границах Иссык-Кульская область, в целом по Кыргызстану, Таласская область, и все, да, то есть реально, когда мы выставляем политику в сфере развития животноводства и увеличения поголовья крупного и мелкого рога, КРС, МРС, то тогда мы должны всегда помнить о том, что есть пределы, за которые мы сейчас уже в большинстве случаев шагнули. А соответственно, мы не можем увеличивать просто поголовье. Нам нужно думать о стратегиях адаптации, нам нужно думать о том, что, может быть, развивать где-то стойловое, что-то думать о кормах и так далее. Вот если мы посмотрим по биомассе животных, человека, сельскохозяйственных животных и диких животных, это вот картинка моего учителя, нашего учителя Эмиль Джапарыча Шукурова, который, к сожалению, в прошлом году ушел от нас. Но это ученый с мировым именем, и вот обратите внимание, да, биомасса людей, биомасса коров, лошадей, овец и зверей, и буквально вот птиц и так далее, да, то есть мы видим сейчас уже дисбалансы, в которых мы с вами живем. А что это значит? А это значит, если мы потеряем естественные экосистемы, мы потеряем климат, мы потеряем реально возможности восстановления, мы потеряем все. И вот сегодня большинство жителей города Бишкека ужасно, реагируют очень остро на вопросы, связанные со смогом, да. И это первый, такой взрыв, да, взрыв негатива, взрыв общественных гражданских реакций. Но следующий взрыв будет связан с пастбищами, если мы не сможем вовремя поменять нашу политику и быть более чувствительными к этим вопросам. Вот обратите внимание, это мы делали совместно с Министерством экономики. И по данным Национального статистического комитета, если вы посмотрите, что численность коров, численность стада у нас растет из года в год, но при этом средний годовой надой от одной коровы, он снижается. С чем это связано? Это связано с тем, что структура стада меняется. Это ответ на экономические вызовы новые, когда гораздо проще вырастить туркоков и быстренько их продать на мясо, получить прибыль, но при этом это все мы берем из пастбищ. То есть происходит переориентация экономики на другую продукцию, больше на мясную продукцию, чем на молочную. Это так говорит нам статистика. Такие картинки, я думаю, не только в Кыргызстане есть, во всех странах Центральной Азии. Что мы видим? Мы видим, что деградация пастбищ приводит к повышению селевых потоков, и в контексте изменения климата, который говорит нам, что до 2020 года сток будет увеличиваться, потому что будет интенсивно таять ледники, а соответственно количество водных ресурсов воды будет
увеличиваться до 50-го года, то, соответственно, количество чрезвычайных ситуаций, связанных с водой, будет увеличиваться. И деградация пастбищ усилит эти тенденции, которые лягут бременем на бюджет, на социально необеспеченные слои населения. В том числе мы распахиваем склоны, к сожалению. Да, и Кыргызгипрозем уже неоднократно ставил эти вопросы, почему мы говорим о важности интеграции разных подходов, и в том числе животноводства и использования земель других. Как только мы распахиваем склоны, это ведет к тому, что повышаются риски селей, повышается деградация склонов и так далее. Что происходит с пастбищами в контексте изменения климата? Как я уже сказала, пастбища, как и другие экосистемы, меняются в соответствии с тем, что изменяется температурно-влажностный режим и так далее. Сегодня учеными Кыргызстана было показано, что вот у нас экосистемы располагаются вот в следующей зональности. Изменение климата приведет к тому, что экосистемы поползут вверх, виды экосистем различные поползут вверх. Да? Будут меняться формации, они будут занимать новые, более высокие места и уходить выше и выше. Мы рискуем потерять многие экосистемы, в том числе это высокогорные экосистемы, и предгорные, пустынные и полупустынные экосистемы увеличатся в территориальном охвате. Да? А соответственно это уменьшится продуктивность пастбищ. И мы должны уже сегодня прогнозировать эти вещи, потому что это ответ экосистем на изменение климата. Вот что прогнозируют наши ученые и Кыргызгипрозем в том числе: смещение поясов растительности, увеличение, как я уже говорила, площади пустынных, полупустынных до 30% от всех пастбищ, да? Уменьшение продуктивности пастбищ, уменьшение тепликовых пастбищ, которые сегодня являются одними из наиболее продуктивных, да, и повышение температуры во время вегетационного периода и увеличение углекислого газа позволит в отдельных местах увеличить продуктивность. Но в целом система, вот пастбищная система, как продуктивность пастбищной системы снизится. Теперь вопрос. Ну вот с одной стороны, совместно с Минэкономом и Кыргызгипроземом мы считали, а сколько же пастбища вкладывают в экономическое развитие страны. Это получились колоссальные цифры, там миллионы, миллиарды сомов, да? Но вопрос в другом, что мы стали смотреть, да, с чем связана в том числе продуктивность пастбищ, и она связана в том числе и с биоразнообразием. И вот те территории, где, например, практически нет грызунов, нет сурка, они ведут к тому, что снижается продуктивность пастбищ, потому что деятельность грызунов и в частности сурков ведет к тому, что когда они роют норы, они вытаскивают на свет те семена, тот семенной фонд, который упал в землю более 40 лет назад, до 40 лет назад. Представляете? То есть, соответственно, происходит обновление семенного материала. И как только мы, вроде казалось бы, убираем незначительное звено в экосистеме грызунов, сурков, которые вредители, да, чаще всего, и во времена, там, мы постоянно боролись с ними, но как только мы убираем всю популяцию, это ведет к тому, что продуктивность пастбищ снижается. То есть, соответственно, вот они, удивительные тонкие балансы. То, что касается леса, взаимосвязь леса и пастбищ сегодня очевидна. Если пастбище находится рядом с лесом, эффект опушки работает, а, соответственно, больше биоразнообразия в данном месте больше, и таким образом получается, что у нас пастбище более продуктивно. Там живут птицы, которые, опять же, позволяют бороться с вредителями пастбищных растений. И таким образом, когда мы говорим, что мы убираем лес, но при этом оставляем пастбище, вопрос в том, что мы будем иметь низкопродуктивные пастбища, и пастбища будут деградировать. Вот история, здесь буквально недалеко есть ущелье Ала-Арча, и вот с коллегами мы посещали это ущелье. Во времена Советского Союза это был скотопрогон, а в 1976 году он был организован как государственный природный парк Ала-Арча. И вы знаете, что сегодня это одно из самых любимых мест бишкекчан, потому что там уникальная экосистема, арчевники, да, леса арчевые. Но до 1976 года это была достаточно деградированная территория, потому что буквально огромные стада скота проходили там, вытаптывали пастбища. Но
экосистема смогла восстановиться. И я привожу эту фотографию как символ надежды, что если мы сегодня интегрируем в наши стратегии вот эти вопросы, мы сможем сохранить леса, пастбища, мы сможем иметь большое количество скота, потому что пастбища будут достаточно продуктивными. Если мы не будем интегрировать эти вопросы сейчас, мы потеряем и пастбища, но и экономическое развитие мы потеряем точно так же. Как это сделать? Вот сегодня мы говорили о JADE-комитетах, о том, что они собирают плату за использование пастбищ. Мы считаем, что необходимо определенный процент этой платы возвращать в восстановление ресурса, природного ресурса, в частности, восстановление продуктивности пастбищ. Почему это важно? Потому что когда мы только берем, и этот поток работает в одну сторону, когда мы только забираем и переводим пастбищную экосистему в экономические выгоды, не возвращая ничего, мы, получается, вот этот поток выгод, он будет уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Это неустойчивая стратегия. Для того, чтобы выстроить устойчивую стратегию, часть потока должна замыкаться обратно на природный ресурс, на пастбище. Но это не только строительство мостов. Строительство мостов важно для того, чтобы отправлять скот на отгонные пастбища. Но не менее важно подсев, превентивные меры, например, исключение перевыпаса, который буквально практически везде у нас так или иначе распространен, подсев семян и создание микрозаповедников. В законодательство, благодаря работе госагентства, были внесены изменения в закон об особо охраняемых природных территориях, и у нас органы местного самоуправления Айлук-Мыту могут создавать опыты местного значения, просто своим токтомом, своим приказом. А соответственно, пастбищные экосистемы могут попадать под особо охраняемые природные территории местного значения и быть рассадниками вот этого семенного материала, который позволит пастбищам, находящимся вокруг, повышать свою продуктивность. Ну и, конечно, нагрузки. Нагрузки на пастбище должны неукоснительно везде соблюдаться. И время выпаса. Вы знаете, у кыргызского народа есть традиционные знания, как и у любого народа, который здесь присутствует, да, традиционные знания, связанные с тем, что только аксакалы знали, когда, в какой момент можно выпускать скот на пастбище. Никто не выпускал скот на пастбище до того, как проконсультировались с аксакалами. И они знали 16 дней, когда нельзя выпускать скот на пастбище ни при каких обстоятельствах. Почему? Должна была нарасти вот эта биомасса. Потому что если стравить раньше, чем нарастет минимально необходимая биомасса, то тогда на протяжении всего года пастбища не смогут давать достаточных ресурсов. Но если подождать эти 16 дней, тогда все изменится, и пастбище сможет кормить долго. И традиционные знания – это то, что необходимо сегодня возрождать, особенно касающиеся кочевого образа жизни, кочевого пастбищепользования, вертикального кочевья и, соответственно, нагрузок на пастбище. Вот остановлюсь только на этом, что, вы знаете, мы на протяжении 2 дней в основном краеугольным камнем изменения климата говорим, что это выбросы парниковых газов. Но я хотела обратить внимание на то, что это не совсем так. Кроме выбросов парниковых газов, не менее важным вопросом является деградация экосистем. Потому что, по большому счету, даже если парниковые газы в том виде, в том количестве, даже больше, в котором они на сегодняшний день выбрасываются, но при этом наличие естественных живых экосистем, буквально в течение 10 лет экосистемы могут свести на нет, да, это изменение содержания углекислого газа. То есть это механизм, который работает по принципу Ле Шателье. Они начинают просто активнее поглощать углекислый газ. При этом выбросы парникового газа не являются самым единственным, значимым, важнейшей единственной проблемой. Важнейшей проблемой второй является сокращение территорий экосистем, которые как раз и могут удерживать кислород и изымать его из окружающей среды, потому что только естественные экосистемы могут регулировать параметры, необходимые для жизни. Это температура, это климат, это газовый состав атмосферы. Поэтому мы не решим ситуацию, связанную с изменением климата, без сохранения экосистем, лесных, луговых и так далее. Как определить, в каком состоянии экосистема? Совместно с Академией наук Кыргызской Республики был разработан такой инструментарий, как по индикаторным видам растений и птиц определить состояние экосистемы.
И это простой достаточно инструмент, который позволяет даже пастухам, используя его, понимать, что вот здесь вот уже деградация пошла, здесь экосистема находится под слишком большим воздействием человека, а здесь еще можно ее использовать. То есть это как градусник, знаете, вот как только у человека повышается температура, мы должны определить, да, индикатор, что не так, да, что вот организм начинает болеть. Вот это ровно тот же самый градусник, который показывает нам состояние природного ресурса, состояние здоровья экосистемы. Одним из разработчиков этого инструмента являлся Эмиль Джапарович Шукуров, о котором я уже говорила, и точно так же по видам растений можно определить, по индикаторным видам. Ну и здесь я привожу только два из них, это крапива. Когда разрастается крапива, это однозначно показатель того, что экосистема находится под слишком большим антропогенным прессингом. Если ежа сборная, ну и другие характерные виды для экосистем, то, соответственно, экосистема чувствует себя нормально. Пойменные экосистемы. Нам необходимо сохранить пойменные экосистемы, потому что только это позволит максимально снизить риски чрезвычайных ситуаций и позволит улучшить увлажненность территории, а соответственно увлажненность территории мы имеем большую продуктивность экосистем, пойменных лесов, пастбищ и так далее. Ну и эндемичные виды, мы должны максимально сохранять их, когда мы используем пастбища, и это тоже очень важный вклад в наше общее будущее. Спасибо большое, коллеги, это вот буквально маленькая интервенция по этому поводу. Спасибо.